поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Его мы прославляем, Ему мы поклоняемся и лишь Его просим о помощи. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет, а тому, кому Он пожелает заблуждения, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Амма ба'д. Аллах Субхану Тааля говорит в своей книге: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». Почему вы не жертвуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху принадлежит все, мирату самават, все наследство земли, небес. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. Не будут равны среди вас те, которые жертвовали до открытия Мекки, وقاتلوا, и сражались, боролись на пути Аллаха. أولئك أعظم درجة. Эти обладатели более высокой степени. من الذين أنفقوا, чем те, которые тратили мин ба'д, после. وقاتلوا, а также сражались. وكل وعد الله الحسنى. Хотя Аллах всем даровал прекрасное вознаграждение. Валлаху бима та'малуна хабир. Аллах сведущ о том, что вы совершаете. Как вы уже поняли, наша сегодняшняя тема о расходовании на пути Аллаха Субхану Тааля. Ибо с этого начинается борьба. Потому что все аяты, которые проходят в священной книге, в благородном Коране, в контексте о борьбе, они всегда начинаются, всегда связаны с пожертвованием, с расходованием на пути Аллаха, за исключением, по-моему, одного аята. А так абсолютно все. И это логично. Почему человек не хочет тратить на пути Аллаха? Психология человека. Как правило, это... Пусть каждый сам покопается в себе. Я сейчас пытаюсь сам копаться в себе. Как правило, это что? Две основные причины. Это ведь мое, это ведь я заработал. А почему я? Как же другие? А я потрачу, а я ведь трачу на мубах, на дозволенное. Я же ничего запретного не совершаю. Я же выплачиваю закят. Хорошо, если выплачивают закят, а бывают такие, что не выплачивают закят. Или же, а что будет завтра? А что будет с моей семьей? А вдруг не хватит? А как же дети подрастут? А может им надо будет то? А может жене надо будет что? И так далее. То есть, анта валь хавадис. Ты, лично, это вопрос касается лично каждого. И то, что с тобой может произойти. Хотя Аллах Субхану Тааля сделал расходование на пути Аллаха как качество, сделал признаком полного таухида, полного единобожия, полного имана. Были арабы-мушрики, которые сражались с посланником Аллаха, противостояли, проливали кровь и так далее. Но Аллах Субхану Тааля даровал победу своему пророку, и вот мусульмане вошли в Мекку, они открыли Мекку. Теперь те, которые сражались против посланника Аллаха, они решили принять ислам. Посмотрите контекст событий. Вчера враг, а сегодня вроде как мусульмане. И как Аллах Субхану Тааля описал этот момент в своей книге. Что он сказал? فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. И если они раскаются, то есть те мушрики, которые сражались против вас, и начнут выстаивать намаз. Первый признак – выстаивание намаза.
и будут выплачивать закят фа ихванукум фиддин. Только тогда они ваши братья в вере. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. И мы разъясняем знамения, аяты для людей, которые знают. Аллах Субхану ва Тааля привязал их раскаяние к двум основным моментам. Это намаз, столб ислама величайший. И это закят, другой столб ислама величайший. Но в этом контексте Аллах Субхану ва Тааля не упомянул про пост, тоже столб ислама величайший. Не упомянул про хадж, тоже столб ислама величайший. Он упомянул именно эти два качества. Почему? Вопрос. Почему? Почему? А потому что контекст указывает на это. То есть, какой вывод между строчек? Вывод заключается в том, что искреннее раскаяние, искренний иман, полноценный таухид будет заключаться лишь только после того, как человек сделает свидетельство, скажет, заявит ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, но потом докажет это поклонением, в первую очередь, телом своим. Это требует усердия. Мунафик не сможет долго притворяться и молиться. Лицемер, который не пропитался таухидом, не сможет. Потому что требует усердия. Вастабир, потому что сала, намаз требует усердия. Это поклонение тела. И второй момент, неотрывный, неразрывный, связанный с этим, это поклонение своим имуществом. То, чем человек постоянно пытается что? Проявлять скупость, жадность. Именно этим. Именно этими двумя признаками проявляется настоящее положение человека, как уверовавшего, полноценного муахида, раба Аллаха Субхану ва Тааля. Именно поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-салату нур». Намаз – это есть свет. «Ва-садакату бурхан». А милостыня есть доказательство. Доказательство твоего имана. Как определить, к какой категории я отношусь? Ты относишься. Интересный случай с имамом Ахмадом. Его как-то спросили. Человек пришел, спросил: «О, имам Ахмад, я к какой категории отношусь людей? Приверженец этой дуньи, то есть я связан с этой дуньей, как мне это определить? Или же грядущей жизни?» Он сказал: «Спроси сам самого себя. Если ты хочешь, если к тебе придут и скажут: мы тебе дадим», или второй человек придет и скажет тебе: пожертвуй, если ты выберешь первое, то ты, значит, обладатель или приверженец этой дуни. Если же ты выберешь второе, пожертвовать, значит, ты приверженец грядущей жизни. Эль-Ахира. Таким образом, о рабы Аллаха, не будьте рабами своего имущества. И если вы хотите действительно быть, стремитесь к тому, чтобы быть рабами искренними Аллаха, то вы обязаны, особенно сегодня, особенно сейчас, особенно в контексте наших событий, жертвовать на пути Аллаха. И не становиться рабами своего имущества. Каковы плоды пожертвования на пути Аллаха Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Васари'у иля махфиратим мир раббикум ва джанна». Стремитесь к прощению от вашего Господа и краю, ширина которого небеса и земля. «У'иддат лиль муттакин», которая уготована богобоязненным. Теперь Аллах Субхану ва Тааля как описывает богобоязненных? «Аллазина юнфикуна», те, которые расходуют на пути Аллаха, имеется в виду, «фиссарраи ваддарра»,
Не просто, когда им хорошо. Нет, когда им хорошо и когда им плохо. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, те, которые сдерживают свой гнев. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, те, которые прощают людей. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Аллах любит творящих добро. Жертвование, расходование на пути Аллаха уберегает от огня, защищает от огня. Пророк саллаллаху алейхи сказал: «Иттаку нара алу бишикки тамра». Защититесь от огня даже веревкой, на финике, которая, ниточкой от финика, половиной финика. Алу бишикки тамра в данном хадисе. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ас-садакату тутфиул хатиа». Милостыня на пути Аллаха тушит, гасит грех. Кяма ютфиул маун нар. Подобно тому, как вода гасит огонь. Приводит Ат-Тирмизи. Расходование на пути Аллаха тоже глубокий смысл. Один из глубоких смыслов. Почему расходование на пути Аллаха? То есть зачастую Аллах Субхану ва Тааля говорит: расходуйте на пути Аллаха. Очень часто проходит в Коране. Оно, как ничто другое, тебя, раб Аллаха, приближает к Аллаху. Как ничто другое. Как намаз, пост и так далее. Хотя это все благие деяния. Поэтому Аллах это сопрягает с путем, который человек преодолевает расходованием своего имущества на пути Аллаха. Именно поэтому пришли сподвижники и жаловались пророку: «О пророк, обладатели имущества забрали весь аджр. Они молятся, как мы, постятся, но тратят на пути Аллаха». Расходование на пути Аллаха приумножает во много крат раз ваше имущество, дает баракят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Маталю лладзина юнфикуна амуалахум». Пример тех, которые расходуют на пути Аллаха. Камасали хабба, подобно зерну, амбатат саб'a санабиля, которое дало 7 колосьев. Фи кулли сумбуляти миату хабба, в каждом колоске 100 зерен. Валлаху юдаифу лиман яша. Аллах приумножает во много крат тому, кому пожелает. Валлаху васиун алим. Аллах всеохватывающий, всеобъемлющий, всезнающий. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уакиму ссаля», выстаивайте намаз. «Ва атау зака», выплачивайте закат. «Ва акриду Аллаха кардан хасана», и одолжите Аллаху прекрасный заем. Аллах Субхану ва Тааля здесь такую аллегорию дает нам. Дайте Аллаху заем, потому что человек скупой. Ты пожертвуешь, Аллах тебе воздаст. И что бы вы ни тратили, то это во благо вам. И что бы вы ни тратили, как говорится в суре Бакара, «Юваффа илейкум ва антум ла тузламун», будет отдано вам сполна, и с вами не поступят несправедливо. Милостыня, пожертвование на пути Аллаха тоже интересный момент. Глубокий. Порой излечивает неизлечимую болезнь. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал: «Даву мардакум бис садака». Хадис хороший, хасан. Альбани отнес его к хасан. Лечите своих больных посредством милостыни. Есть известный случай с Абдуллахом ибн аль-Мубараком, когда к нему пришел человек, который обошел врачей, у которого гной сочился из ноги. Он не мог излечить свою ногу. И Абдуллах ибн аль-Мубарак, руководствуясь этим хадисом, сказал ему: иди и вырой колодец, то есть сделай его вакфом на пути Аллаха.
Человек, послушавшись, пошел и сделал это, и исцелился. Это, естественно, неверующие не поймут. Это поймут только обладатели имана. Расходование на пути Аллаха очищает души. Как сказал Аллах, веля своему посланнику, «Хуз мин амуалихим садакатан, тутаххирухум, ва тузакихим биха». Возьми из их имущества милостыню, посредством которой ты их очистишь. Мои дорогие братья, как-то у пророка спросили, какая лучшая садака? То есть, какое лучшее расходование на пути Аллаха? Милостыня. Обратите внимание, как он ответил. Не упоминается имя здесь, мужчина этого человека. Он ему сказал, «Анта саддак ва анта сахихун шахих». Дабы ты пожертвовал, тогда как ты пребываешь в здравии, то есть ты здоровый, ва шахих, и скупой. Что значит здравый и скупой? Имеется в виду, когда ты здоровый, можешь зарабатывать деньги, у тебя есть деньги, но ты скупой, имеется в виду, каждый человек скупой, так или иначе, если быть честными с самим собой. То есть что-то тебе мешает, да, вытащить, пожертвовать на пути Аллаха. То есть этот момент имеется в виду. Вот та'малуль гина, желаешь еще больше разбогатеть, как правило, человек в здравии, когда может зарабатывать, он этого желает. Вот тахшаль факр. И боишься, что тебе не хватит. Боишься бедности, не хватит твоей семье и так далее, твоим потомкам. То есть откладываешь это на потом. Потом, может завтра, а может послезавтра, а может вот оттуда, а может отсюда и так далее. Валя тумхиль. И пророк говорит, не откладывай. То есть речь идет сейчас даже не о размере, а о времени. В лучшем времени, когда человек может пожертвовать на пути Аллаха. И не откладывай, не откладывай до тех пор, пока душа не подступит к горлу. То есть, когда все. Когда у тебя уже не будет надобности в этих деньгах. Когда ты уже будешь при смерти. И все, и твоя щедрость начнет проявляться. И пророк саллаллаху это описывает. И ты скажешь, лифулянин кяза, ва лифулянин кяза, и ты будешь говорить, такому-то вот это я отдаю, такому-то я вот это отдаю. Опад кяна лифулян. Хотя это то, о чем ты говоришь, и так достанется такому-то и такому-то. Ибо ты покинешь этот мир и расстанешься со своим имуществом. Запомните этот хадис, золотой хадис. Нет такого дня, когда бы не спускались два ангела и молились, дуа совершали. Как это приводит Абу Хурайра в хадисе, что посланник Аллаха сказал, «Мамин йоумин юсбихул айбаду фи». Каждое утро, когда рабы Аллаха просыпаются, «Илля малакян янзиля». Как два ангела непременно снисходят и говорят. Один из них говорит, Аллахумма а'ти мунфикан халяфа. О Аллах, даруй расходующему на пути Аллаха, приумножь. О якулу лахр, а второй говорит, Аллахумма а'ти мумсикан таляфа. Аллах, погуби, не дай тому, кто удерживает, не тратит на пути Аллаха. Я призываю всех, в том числе и себя в первую очередь, тратить на пути Аллаха, расходовать на пути Аллаха. Хвала Аллаху, этот центр и это управление, которое мы возглавляем на сегодняшний день, оно придерживается такой политики, чтобы ни от кого не зависеть. Поэтому то, что мы тратим на сегодняшний день, это ваше имущество. Это не чье-то, а ваше. И чем мы будем сильнее в этом плане, тем больше Аллах Субхану ва Тааля даст
нам искренности и побед на его пути. Поверьте, возможность есть тратить на пути Аллаха сегодня. Строится мечеть здесь, в Чайке. Все вы знаете, там залили фундамент. Есть нужда. Кто-то на себя взял это бремя, пытается тянуть. Есть нужда. Вчера, хвала Аллаху, на аукционе по государственной программе мы выкупили участок для строительства мечети в Мелитополе. Добивались этого 2 года. Тоже есть нужда, потребность. Есть участки земли в селах, в Херсонской области. Там тоже есть потребность и возможность строить мечети. Лишь бы было желание у нас изнутри расти, расходовать на пути Аллаха, увеличивать свои силы. Поскольку у нас сейчас есть возможность это делать. Прежде чем я завершу хутбу, хотел бы сказать, что наша душа и сердце страдает из-за того, что происходит во всем мире, из-за страданий во всем мире мусульман. И мы знаем, что вчера прокатились обыски очередные и аресты в Крыму. И мы сердцем, и с Арсеном, и с Рустемом, и с Искендером, и со всеми нашими братьями, которые в Крыму. И если сегодня мы сдерживаемся, и проявляется имя Аллаха Сабур, терпеливый, обладатель терпения, дающий терпение, то непременно наступит такой день, в котором проявится другое имя Аллаха, Аллаху Азизун Зунтикам. Аллах величественный обладатель возмездия, иншаллах. То, что делают тираны сегодня, оно не останется бесследным. Сегодня или завтра. И все зависит, конечно, от воли Аллаха, но в том числе от вашего рвения, от вашего старания. Ой, не да'ин фа'аммину.